Увлекательный детектив, шпионский боевик и романтическая драма. Истории, взятые из жизни. Собственно, это и есть сама история. История Казахстана, неотделимая от мировой. Смотрите прямо сейчас. Наша версия Reflections on History. День счастливых надежд. А у вас, наверное, еще нет новогодней елки. Поспешите. Выбрать ее не так-то просто. Вот уж поистине елки-палки. Елки-палки, блестящие шарики, Дед Мороз, мешок с подарками, и праздник удался. Вообще-то радоваться с 31 декабря на 1 января придумали римляне с легкой руки Юлия Цезаря. Это он решил Новый год поменять. Веселились римляне от души целых 5 дней. Все это время граждане разгуливали по улицам в масках, дарили друг другу подарки и приставали к прохожим со словами «Да здравствует день счастливых надежд». Прошла не одна сотня столетий, и праздник этот приобрел и новые формы, и оброс новыми традициями. К нам Новый год, конечно, пришел в связи с советской властью, когда, уже активно казахи стали жить в культурном поле. И тюркские народы стали жить в одном культурном поле, с русскими, с другими европейскими, народами. Все то, что объединяет сейчас, и небольшой экскурс в историю, не самую древнюю, новогодний дайджест или как встречали Новый год раньше, казахстанская версия. Празднование Нового года в традиции человеческой, оно имеет очень глубокие корни. Нам с детства все традиции, они приходят через рассказы наших дедушек, бабушек, через сказки. А ЯЗТ – это аналог Деда Мороза, Санта-Клауса, в Европе, в Америке, который. Глава 1. Старый Новый год. Первый Новый год строители укрепления под названием Верны встречали в юртах. Жгли костры, варили мясо, ничего особенного. Тогда, да и несколько после, никаких особых торжеств по случаю новогодних празднований не устраивали. И никаких тебе удовольствий зимных. В Семиречье не разбалуешься, морозы чрезвычайно редки, зима непродолжительная. У многих жителей даже зимних рам в домах не было. Снег падает неглубокий и на короткое время, вот как сейчас, уже растаял. Это, к примеру, в Павлодаре можно было зимние радости устраивать с санками и катком. Для этих целей иртыш использовали. На катке катались в основном гимназисты наших учебных заведений. Пожарная команда в Павлодаре организовывала каток, заливала его. Не наверху, как вот сейчас заливают, а заливала на иртыше непосредственно, на открытом льду. И длинная горка была. Денек сегодня выдался просто замечательный, солнечный, морозный, и мы с удовольствием ощутили на себе все прелести сибирской зимы. Ближе к 20 веку праздник несколько оброс традициями. По случаю наступления 1907 года даже, цитирую, «многократный пушечный выстрел производили» и провели время в искрометных народных развлечениях. Вечер закончился множеством пушечных ракет, изумивших степных гостей. Шумом издревле было принято все плохое отгонять, будь это пушечные выстрелы, фейерверки или просто громкие радостные возгласы. Но все равно Новый год вплоть до революционных преобразований праздником был второстепенным, Рождество – главным. Газетно-документальное подтверждение. Уральский листок, 1894 год. Общественная елка ознаменовалась посещением наказного атамана с семейством, пением гимна и показом туманных картин. Детям бедняков раздавали чулки, гребенки и башмачки, детям богатых – лакомства и игрушки. Из Ташкента прибыл хивинский хан. В Уральске продолжается борьба с сусликами, пока побеждают последние. Сусликам пытались привить куриную холеру, но они выжили. В местном отделении Государственного банка похищено из кармана посетителя 1600 рублей для подарков к празднику. Капсюли дезодорат.
уничтожают зловоние, продаются везде. И никакого упоминания о Дед Морозе в том виде, какой нам известен. Это вообще персонаж из советской действительности. Родился на кремлевских елках, говорят, во многом благодаря поэту Сергею Михалкову и писателю Льву Косилю. Они сценарии для этих праздников писали. Глава 2. За спиной большой мешок. По серебряной пороше, что с собой он принес, снова едет к нам хороший, добрый друг наш Дед Мороз. Все-таки именно он самый главный на этом празднике жизни, а у него главное, чтобы усы, борода, тулуп и посох. Рост желательно выше среднего, голос низкого тембра, фальцет не приветствуется. И обязательно хорошая физическая подготовка, чтобы мешок носить. Старейшего верблюдовода алматинского совхоза «Алгабас» Багашара Акбайбакова позвало в дорогу необычное дело. На 73-м году жизни почтенному аксакалу пришлось выступить для Деда Мороза. Условно всех Дед Морозов можно поделить на две категории – любители и профессионалы. Любителем может стать каждый. Хочешь получить подарок? Сначала попляши. Довольны и Дед Мороз, и дети чебанов с далеких зимовок. Дедушка по вызову. Работа сезонная. Месяц через 11. Это уже профессионалы. Основные требования – устойчивая нервная система, умение ориентироваться на местности, декламировать зычным голосом и всячески проявлять любовь к окружающим, стараясь не напугать последних. Дед Мороз не должен выглядеть бородато-усатым чудовищем в красном или голубом халате. Профессиональные навыки – чем больше, тем лучше. К примеру, поющий дед предпочтительней. Мне кажется, что для Деда Мороза хорошо подходят те, которые имеют низкие голоса. Вот они как бы так зычно надо говорить. Согласно прейскуранту, советские Дед Морозы в высшей категории оценивались в 15 рублей, категории первой – 10 рублей, второй – 5. Трудовая вахта начиналась в 20-х числах декабря, заканчивалась в 20-х числах января. Неплохо и когда Дед Мороз танцующий, хотя, конечно, в тулупе и на пуантах представить сложно. Явление явно нетипичное. По крайней мере, говорит Булат Аюханов, он таковых не встречал. Впрочем, это не помешало Булату Газизовичу себя в этой роли попробовать. Я 10 дней, значит, по 2 раза в день изображал Дед Мороза. Ну, с моей фигурой, значит, такая вот швабра, это все парик. Ну, мне пора выходить по сценарию. Один мальчик ко мне подходит и говорит: «Тетенька, вы дяденька». Страна редко знает своих героев в лицо. От личной славы надежно укрывают борода и маска. Правда, не всегда. В Москве все огоньки проходили почти со мной. Однажды такой был случай, когда я за 10 дней спел 55 раз. За 10 дней это было такое напряжение. Ермек Серкибаев морозил редко, зато в экзотических странах. Обычно по сценарию куда-то пропадает Снегурочка. Ее нужно выручать. В случае с Серкибаевым перед началом представления пропал Дед Мороз. Место действия – Западная Африка, Мали, советское консульство. Операция по спасению Деда Мороза. Лифт застрял. Я там проторчал 1,5 часа. И я не знал ни одного иностранного слова, я только знал слово «катастрофа». Оказывается, это международное слово, которое меня выручило. Я нажимал на кнопку и все время кричал: «Катастрофа! Катастрофа!» И вот через некоторое время говорят: «Я, сэр!» И где-то через полчаса разобрали лифт. Кстати, новогодний шоу-бизнес по-советски всегда начинался с идеологически выдержанного сценария, который надо было утверждать партком, райком, местком. На представлениях нередко люди в штатском. Хороводы не водят, песню про елочку не поют. Но были и совсем другие Деды Морозы. Здешние Деды Морозы предпочитают более верный способ передвижения. Правда, он намного медленнее, но дедушка Дойсен знал, что десятки ребячьих глаз с нетерпением поглядывают в степь, ждут его, и, конечно же, он приехал вовремя.
Социалистическая Алмата, 1937 год. В новом столичном доме пионеров впервые прошла елка отличников. Город в плакатах и листовках о переписи, заметки счетчика, ученые-невозвращенцы лишены советского гражданства, земля турецким крестьянам, в Калмыкии кочуют еноты. Советское телевидение делает резкий переход от экрана величиной в спичечную коробку до экрана в 1 квадратный метр. Глава 3. И много-много радости. Новый год надо встречать дома, с семьей. Традиция такая. По одной из версий, истоки ее где-то сразу после революции. Первое время праздник еще был. Вот, например, рассказ о том, как в 19 году Ленин с детишками вокруг елки танцевал. Кстати, по дороге на Утренник в Сокольники на вождя напали бандиты, отобрали револьвер и угнали автомобиль. Но празднику это не помешало. Большевик Бонч Бруевич описывает. Все подхватили песню про елку и закружились вокруг нее. Владимир Ильич пел во весь голос. Какое-то время большевики-атеисты даже Красное Рождество отмечали. В 20-х годах елку, как буржуазный пережиток, отменили, но население праздновать не перестало. Только делали это тихо, в семейном кругу, чтобы никто из бдительно-революционных соседей не узнал. Кстати, встречать Новый год за столом – это как раз к этому же времени относится. Скажем, при Петре Первом, да и после, придерживались другой традиции. Пей, гуляй, маски примеряй, а поешь потом, дома. Своя елка. Самый большой ресторан Алмата еле вместился сюда для встречи Нового года. Здесь собралась советская интеллигенция, профессоры, инженеры, лучшие стаканцы предприятий, рабочие, служащие. Под звуки кукарачи, плечом к плечу, локоть к локтю, медленно, но верно двигались к всенародному празднику. Традиции прощания со старым и встречи нового. И какие бы интерпретации ни были, суть будет оставаться одной. Суть будет оставаться в том, что людей это объединяет. Пройтись шеренгой до 15 человек одновременно, вот как сейчас идут, стало модным в 50-х годах. Как раз к этому времени праздник начинает обретать привычные нам черты. И не случайно. В 1949 году 1 января стал нерабочим днем, так что можно и ночью погулять. До революции Новый год входил в череду святочного веселья. Тогда это был для многих днем отдыха. Уральский листок, 1894 год. В Уральске при безоблачном небе был замечен метеор. Железнодорожники плачут стихами, а в калабарийском городе Пальми статуя Мадонны во время обедни начала подмигивать. Елки в дефиците, их можно получить только в магазине у Шейермана. Новость. Солидные часы, раз в день заведенные, играют сами через каждые 2 часа, выбранные по произволу пьесы. В случае желания играют когда угодно. Пожелание к Новому году. Всем мужьям терпение, верность и отсутствие рогов, отвращение к картам, трезвость, меньше дружбы и врагов. Женам чаще ласки расточать своим мужьям, а чужим не делать глазки, быть внимательней к детям. Современному Деду Морозу приходится очень трудно. 3 дня ушло только на закупку игрушек в магазинах. Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Тоже древняя мудрость. Нужно легко расставаться с тем, что уже прошло. А помогает этому всеобщая праздничная эйфория. Эпилог. Елочка, зажгись. Многие традиции ушли в прошлое, на смену пришли новые, а Новый год так и остался самым любимым праздником, когда верится, что все мечты сбудутся. Время счастливых надежд.